Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я представляю вам вновь коврики от фирмы Davkar. Лучший производитель ковриков в России. У них очень качественное сырье. Они изготавливают на специальном оборудовании. Более 500 комбинаций цветов, как самого полика, так и кантиков. Коврик я заказал своему знакомому, хорошему рыбаку и охотнику, который использует их на автомобиле Suzuki. Вот, они изготавливают даже шильдик с маркой авто. И сейчас у него день рождения, я ему готов подарить эти коврики. Они улавливают всю грязь и потом просто вытряхаете, и ваш салон чистый. По промокоду компания Davkar делает скидку вам. Все ссылочки в описании под роликом. Самое главное, гарантии на все коврики. 30 дней есть на тест-драйв. Что-то не понравилось, то компания вам возвращает ваши деньги без разбирательств. Есть что-то. Тащи! Тащи! Что-то есть. Надо так? Аккуратно заводи его. Пусть он подрыгается. Пусть. Ага, вот теперь заводи, крути. Не давай ему все дрыгать. Дождись, пока в лунку зайдет головой. Победный танец. Интересно, сколько весит? 3, 4? 3. Тоже по чуть-чуть. Там кто-то. Все, поздравляю. Спасибо. Окуня вытащил, Дашинимович. Хорошего. Пойдем, сходим, посмотрим. Щук поймали по одной. Да нет, такая трешка. Окунь поймал. Вот так. И там какой-то зацепился на дне. А, ну там коряги всякое вот такое лежит. Что такое, как отцепился? Вот кого-то поймал. Окуня вытащила. Но здесь глубоко. Ну вот я говорил, ближе надо было вот так одну тут, другую там, потом опять одну тут, другую там. Вот так вот надо было. А мы как-то неправильно сделали. Вроде берег рядом, но все равно. Ну вот, мы обычно вот так делаем. Это же река. Вот. И вот так вот, раз, два, раз, два, раз, два. Вот так вот делаем. Всегда так будем. Вот где берег. Потому что там щуки вдоль берега вот так крупные. А вот здесь вот, где глубоко, здесь окуни всякая такая вот мелочь шелупань. Что-то я боюсь здесь рыбачить. Кое-как думал, все, пипец. А, коряга-то? Ну? А, ну место меняйте тогда другое. Хотя вот где коряга, там вот эти, ну, иногда прям вот щуки стоят. Большие. Сначала думал, зацепил рыбу, нифига не шевелится. А вон там глубоко уже, наверное, будет. Угу. Угу.
Ага. Сопротивляется, а? Видать, закрутился уже, что ли-то? Поперек. О, елка, там зацеп есть или что? Что с ним? Видать, зацеп был. Намотал, что ли-то? О, нет. Идет. Здесь такое дело. Есть. Опять какой-то небольшой идет. Погоди, стой. Второй щелок есть. Ты смотри-ка, как вип отработал. Неплохо. Очередная щука, да? Ну, за сегодня уже десяток перевалил, со счета сбился. Ничего себе. Ну, рекордных пока не видать. Ну, такие все мелкие. Это окунь рекордный этот. Ну вот этот окунь прям вот вообще. Ну тут за кило. Ну килошка может. Ну за кило может. Ну, видно, что он прям икрой, икрянистый. Толстый. Щуки, окуни, сиги. Вот там еще этот, что-то грязь вышла, да, какая-то? Ну не, это я на берег ходил. Ага. Просто сходил на правый берег реки Лена. Сходил, отметил. Ну, преподношения какие-то, да? А, ну, сигареты. Правильно. Сигареты покрушил. Ну вот, теперь мы отправляемся туда, на ту сторону. Там потому что ловили сиги. Здесь щука есть, но очень много мелкой щуки. Крупной нету, окуня тоже мало. Вообще тут как бы по этой стороне, смотрю, мало, меньше рыбы, чем там. И поэтому сейчас отправляемся. Так, ну вот, пришли уже на эту сторону, были там, вдоль того берега. Здесь у нас песочек, друзья, и очень коварно, можно попасть на мель, конечно. Но думаю, Чингис правильно выбрал направление. Вот он идет.
ковыряет вот потихоньку. Я сейчас пробурю быстренько и будем продвигаться дальше по этой стороне. Что-то есть, что-то не могу понять, что это. Сик, сик, друзья. Есть стежок, есть. Один есть, сразу надо второго кидать, потому что там, наверное, второй есть. Вот. То есть медлить нельзя. Ага. Окунь, что ли? Точно. Паразит. Дай сюда глаз. Есть еще горбачек. Эх ты, щупак. Щупакабра. Развернулся в лунке, кое-как ушел. Ну вот, друзья, пошли пить чай. Потом у меня остается немного времени уже до вечера. Вечером я хочу уехать в поселок, увезти рыбу, всю наловленную за эти дни. Увезти ненужный нам уже скарб, так скажем, таборное имущество и так далее. А завтра, потому что уже уезжаем вечером. Завтра у нас дорога домой. Потому что Чингис Дашимаевич дальше летит еще в Иркутск. Потом едет к себе на родину. Так что передаю, друзья, большой привет Бурятии, Байкалу, Альхону. Может быть, когда-нибудь и приеду порыбачить на Байкал. Вот. Ну и, собственно, объявляю об следующем розыгрыше. Напоминаю, то есть, который идет уже на моем сайте клёвая-рыбалка.рф. Принимайте участие, участвуйте на летнюю рыбалочку. Кого-нибудь опять давайте привезем. Ну и главное требование, конечно же, это большое желание приехать в Якутию, иметь хотя бы какой-то вот заряд энергии, чтобы выжить, пережить все это, все эти сложности, невзгоды. Вот здесь вот несколько уже мешков рыбы. Сейчас мы это все будем укладывать после еды. И собственно, понятно. Смотрите, рыба оттаяла даже, вот, погнулась маленько. Ее, кстати, будем сейчас стругать. Хотел постругать, она аж даже маленько отошла.
Кто кричит тут? Кто нам кричит? Так, будем Сига сейчас стругать. Чингиз Дашанимаевич, которого поймал. Лодки поймал. Рукой достали. Ну, Да, это который в палатке попался рукой которого доловили. хотел сорожку половить. Попался сик. Ага. Можно приветы передать? Да, конечно. Он, Слава, разделывает моего сига, которого вот с этой лунки поймал на сорожичью снасть. Передаю привет семье, детям, внукам, супруге, друзьям, коллегам, рыбакам Бурятии, Иркутской области, Альфона. Попал за полярный круг. Бачу, здесь одни трофеи попадаются. Вчера мешок, сегодня мешок. Каждый день рыбу мешками, да? Даже просто до лунки пошел с пакетом, не влезает, пришлось за мешком идти. Да, с пакетами, конечно, тут напряженка. Вот, сейчас постругаем. Какой красивый. Ну, и жирный маленько есть. Срезал. Уха. Да. Это должна была быть уха. Говоришь, вальков, да, поймал? А, А эти сидят, одного только сига поймали. Да, ну только один сик. Ну вот сейчас обратно поедем. Дорога у нас предстоит. Автозимник наш еще посмотреть. 1000 километров по нашим дорогам. Это тоже замечательно. Хоть с воздуха посмотрел, Ну, с земли посмотреть. интересно тоже, да? Ну, Так, друзья, ну вот утром мы приехали. Вчера мы часть вещей увезли. Чингиз Дашанимаевич здесь один ночевал. Вот. И как у вас рыбалка здесь? Чего здесь? Кого видели? Может, чего слышали? ночью сорога, с утра опять мешок окуня, Ага. 3 щуки, сик. Сигов-то побольше уже, да? Вчера ловилось, когда мы уехали. Но вчера вечером сиги часто были. И все из одной лунки, а я вот заметил, там волшебная лунка. Ну, с одной, ну. Ну обалдеть, вот это да. Там, видимо, ход рыбы, что ли-то. Я так понял. Рыбалка, мечта рыбака. Лед толстый, много лунок. Не надо бурить на самом деле, да? Одну хорошую лунку нашел. И там садись, да? И будешь клевать.
лунка работает. В прямом эфире не работает. Так, я думаю, где бы пробуриться может. Там тоже хорошо ловилось, да, вчера? Или не очень? Большого себя пойму. И все, да? И пушка пойму. Все. Ой, блядь. Лунки не влезают. В прямом эфире. Думал, щука, да? Да. Конь, да? Вылез. Даже в лунку не влезает. 150 лунка. Конь, как держать. Вот такая рыба любимая. Вот. Вот такая рыбалка, друзья, здесь. Вот. Снимает, отрывает. Приехал буквально на несколько дней уже. 3 лишних мешка же. Ну, в день получается не меньше мешка. Ну. Хорошая кушара прям вообще. Хорошая кушарика. Ну вот такими что делать, я не знаю даже. Как перерабатывать во что? Что, прям вот так запекать? Ну, разве что только запекать, съедать. Кстати, можно было запечь его в печи. Пищи с женой просто варится и все. На Прямо углях. с кишками. Давай, тащи, тащи. Ух ты, кушара. Ух ты, а? Килограмм, наверное. Ну, где-то, наверное, нам может быть ближе. Килограмм. Видишь, как они на камеру клюют? В раз не клевали нифига. Привет рыбакам Байкала, да? Байкала. Особенно Альхона. Тут тоже омули и ловят там. Тоже классно здесь. Так что, друзья, сегодня у нас вот такая вот рыбалочка. Ветерочек небольшой, но ничего, это не мешает рыбалке, да? Все с одной лунки. Ну да, много лунок можно вообще не будет. Сегодня будешь еще будет или нет? Да нет, наверное. Вот так вот, друзья. Вот поехали на клевую рыбалку. Рыбачит вот так вот. Реально клевая рыбалка. Но взял
Ну такая, да. Ну, давай еще больше. Ну вот, друзья, снаружи зашел в палатку погреться. Жерлица прям на глазах только что сработала. Снаружи вообще сидеть невозможно. Ветер, камера замерзает. Не стал писать, в общем. Дашанимаевич там только один ловит. Поэтому сейчас буду щуку ловить в палатке, вытаскивать. Только что вот жерлица сработала. Кто-то ее вон тянет, потянет. О, пошел. Все, застопорился. Сейчас будем вытаскивать. О, дергается. Хорошая щучка. Хорошая щучка идет. Ну все, дорогие друзья, вот и подходит к концу рыбалка Чингиза Дашанимаевича. У нас в Якутии. Я рад, что он здесь у нас побывал. Сейчас мы сфотались. Собираем его улов. Вот Сигов забирает с собой полностью всех. Там еще я ему еще наши ряпушки дам. И добрый путь. Так, какую взвешиваем? Вот это окуня. И сига на всякий случай. Сига, да? Ну, сиг такой 700. Ну, в прошлый раз мы на килошку взвесили. Кило, по-моему, счет. Сколько-то было? Кило 100 было. Да. За плавник. Он еще маленько подвысох, конечно. Подожди, стой. Сейчас. Сколько рекорд-то был? 3,5. А это 3,440. Я рекорд чуть-чуть не дотянул, да? Чудо. Кило 200. Все, да? Так, ну щука. Ну вот и все, дорогие друзья. А мы на этом с вами прощаемся. Всем желаю хорошего настроения. Пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями. А главное, участвуйте в следующем розыгрыше поездка на клевую рыбалку летом. Всем пока.